вы думаете, что делать с пророком, который чувствует, что весь его труд был напрасен, и теперь он хочет умереть? Kā jūs domājat, ko dara ar pravieti, kurš jūt, ka viss viņa darbs bija veltīgs, un tagad viņš vēlās nomirt? Что ему сказать? Ko tādam pateikt? Как поступать с таким человеком? Kā rīkoties ar tādu cilvēku? Божий пророк, Dieva pravietis. не лжепророк, Nav viltus pravietis. настоящий Божий пророк. Īsts Dieva pravietis. Но он чувствует, что все было напрасно, Bet viņš jūt, ka viss bija pavelti, что ничего у него не получилось, ka viņam nekas nesanāca. служение провалилось, Kalpošana izgāzās. никто не покаялся. Neviens neatgriezās. И теперь он в таком отчаянии, Un tagad viņš tādā izmisumā, что он хочет умереть. ka viņš vēlās nomirt. Что с таким пророком делать? Ko darīt ar tādu pravieti? Сегодняшняя история именно про такого пророка. Un šodienas stāsts tieši par tādu pravieti. Это пророк Илия. Tas ir Elija. И давайте сначала прочитаем не Первое царство, Третье царство. Un tagad izlasīsim pirmā Samuela grāmatu. Ķēniņa. Третье, да, Да. тут сложно. Третье царство, 19 глава, первые 4 стиха. Pirmos 4 pantus no 19. nodaļas. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом». Пророков Ваала имеется в виду. «И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. Отрок – это помощник, слуга здесь. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Что сказать такому пророку? Ko pateikt tādam pravietim? Что с ним сделать? Ko viņam izdarīt? Чтобы лучше понять его состояние, важно понять контекст, в котором это все происходит. Lai labāk saprastu viņa stāvokli, svarīgi saprast kontekstu, kurā viss notiek. Илия здесь переживает кажущийся провал после огромного успеха. Elija šeit piedzīvoja tādu lielu izgāšanos pēc lielas veiksmes. Мы с вами читаем 19 главу. Mēs lasām 19. nodaļu. А в 18 главе, прямо до этого, Bet pirms tam 18. nodaļā была история огромного успеха в его служении. bija stāsts par viņa kalpošanas milzīgo veiksmi. Успех на горе Кармил. Veiksme Karmila kalnā. Там было своего рода состязание между Илией и пророками Ваала. Un tur bija sacīkstes sava veida tāda starp Eliju un Bāla kalpotājiem. Илия бросил им вызов. Un Elija viņus izaicināja. Давайте узнаем, какой Бог истинный. Uzzināsim, kurš Dievs ir patiesais. Бог, которому я поклоняюсь и служу, или же Ваал. Dievs, kuram es pielūdzu un kura dēļ es dzīvoju, vai nu Bāls. И там были эти жертвенники, вы знаете историю. Jūs zināt šo stāstu, tur bija altāri. И эти пророки Ваала пытались призвать Ваала, чтобы он послал огонь на жертвенник, чтобы жертва была сожжена. Un šie Bāla pravieši centās aicināt Dievus, lai Dievs nonāktu un izdedzinātu to upuri. И они там пытались как могли, Viņi centās kā vien varēja. и ничего не Un получалось. viņiem nekas nesanāca. И пророк Илия даже издевался над ними. Un Elija pravietis pat ņirgājās par Он говорил: viņiem. может быть, он занят, может быть, он заснул, Varbūt viņš ir aizņemts, vai varbūt viņš ir aizmidzis, может быть, он ушел по делам. vai aizgāja savās darīšanās. И ничего не происходило. Un arī nekas tad А nenotika. тогда пришла очередь самого Илии. Un tad nāca kārta pašam Elijam. И Илия не просто молился об огне, он еще сказал, чтобы это все полили водой. Un Elija nevienkārši lūdza par uguni, bet arī prasīja, lai visu to pārlāja ar ūdeni, Все размокло. lai viss samirktu. Еще вокруг жертвенника они вырыли канаву и залили водой. Bet pat apkārt altārim izraka bedri, kuru pārlāja ar ūdeni. И тогда он помолился, Un tad viņš palūdza, и
И сошел такой огонь с неба, Un no debesīm nonāca tāds uguns, что камни расплавились. ka pat akmeņi izšķīda. Это такой огромный успех в его служении. Tas ir viņas kalpošanas veiksmīgs moments. И тогда люди, которые были там, они признали, да, Бог, которому ты служишь, это истинный Бог, настоящий. Un tad tie cilvēki, kur tie bija, viņi atzina, jā, tas Dievs, kuram tu kalpo, ir patiesais un īstais Dievs. Это было всем видное доказательство того, что израильский Бог – это истинный Бог. Un tas bija visiem redzamais pierādījums, ka tas Izraēla Dievs ir patiesais. И кажется, многие люди обратились к Богу в тот день. Un liekas, ka tajā dienā daudzi cilvēki pievērsās Dievam. И после этого, в конце 18 главы, Un pēc tam 18. nodaļas beigās Илия отправляется в Изриель. Elija dodas uz Izraēlu. Не Израиль, а Изриель. Uz Izraēlu viņš dodas. Это город, название города и долины, в которой этот город находился. Tas ir pilsētas nosaukums un tā ieleja, kur šī pilsēta bija. Зачем Илия отправляется в Изриэль? Что там такого? Kāpēc Elija dodas uz to pilsētu? Kas tur tāds ir? Израиль был важным политическим центром в Израиле на то время. Tajā laikā Izraēla bija ļoti svarīga politiska daļa. Там жил сам царь Ахав и царица Иезавель. Tur dzīvoja ķēniņš Ahabs un Jezabela ķēniņiene. А зачем после этого успеха на горе Кармил Илия отправляется в Израиль, в этот город, где живет царь и царица? Kāpēc pēc tādas veiksmes Karmīlas kalnā Elija dodas uz to pilsētu, kur dzīvo ķēniņš ar ķēniņieni? Ну, возможно, Илия ожидал какого-то переворота. Varbūt Elija gaidīja kādu apversumu. После такого огромного успеха, Pēc tādas lielas veiksmes, когда люди увидели, kad cilvēki ieraudzīja, люди поняли, cilvēki saprata, они обратились к Богу. viņi pievērs savu uzmanību Dievam. Но наверняка они сейчас поймут, что у них царь и царица совершенно не служат Богу. Un droši vien tagad viņi sapratīs, ka ķēniņš viņu nekalpo Dievam. Возможно, он ожидает какой-то переворот. Varbūt viņus gaida kāds aptversums. Или, возможно, он ожидает, по крайней мере, пробуждение какое-то Varbūt viņš gaida kādu atmodu среди людей. starp cilvēkiem. Но после такого события Pēc tāda notikuma огонь сошел с неба, все увидели, все знают. uguns nonāca no debesīm, visi ieraudzīja un visi tagad zina. Но этого не происходит. Bet tas nenotiek. Нет ни переворота, Nav ne apversuma, ни пробуждения, ne atmodas. даже совершенно наоборот. Tieši otrādi. Царица Иезавель теперь угрожает смертью самому пророку Илии. Un ķēniņiete Jezebele, viņa draud ar nāvi tam pravietim. И когда Илия это слышит, Un kad Elija to dzird, он убегает viņš mūk prom. и бежит теперь совершенно в другую сторону, Un bēg pavisam citā virzienā, спасая свою жизнь. glābjot savu dzīvi. У Илии был успех на вершине горы, Elijam bija veiksme kalna virsotnē, а теперь можно сказать, что он как будто бы скатился в долину. bet tagad var pateikt, ka viņš it kā ir nokritis ielejā. Помните историю про Иисуса, который взошел на гору Преображения с учениками? Atcerieties stāstu par Jēzu, kurš kāpa pārvērtīšanas kalnā ar mācekļiem. И там Иисус преобразился перед глазами учеников. Un viņš tur pārvērtās mācekļu acīs. И они увидели, что там и тот же Илия, и Моисей вместе с ним. Un viņi redzēja, ka kopā ar viņu tur ir gan Elija, gan Mūzus. И Иисус был в белоснежной одежде, он сиял, и лицо его сияло. Un Jēzus bija spīdīgās drēbēs, un viņš pats spīdēja, un seja viņam И ученики spīdēja. не хотели уходить оттуда. Mācekļi no turienes negribēja iet Там было projām, так хорошо. jo tur bija tik labi. Петр говорит, давай мы построим палатки здесь Pēteris teica, liksim šeit teltis, для каждого из вас. И Katram будем no здесь, jums. на этой горе, здесь так хорошо. un paliksim šeit šajā kalnā, jo šeit ir tik labi. Но настал момент, когда это все закончилось, Bet iestājās moments, kad viss tas beidzās, и нужно было спуститься с горы. un vajadzēja kāpt nos no И kalna. когда они спустились с горы, Un kad viņi kāpa lejā, там мальчик одержимый, tur bija Biesam. apsēsts puisis, там снова больные люди, tur atkal bija slimi там снова cilvēki, страдания, atkal там ciešanas, снова зло, грех. atkal ļaunums, grēks.
И, наверное, тоже они испытали какого-то рода такое разочарование. Un laikam arī viņi sajūta kādu vilšanos. Только что был такой успех на вершине горы, Tikko kalna virsotnē bija tāda veiksme, а теперь мы здесь, внизу. un tagad šeit mēs esam lejā. Что-то подобное испытывает пророк Илия здесь. Un kaut ko līdzīgo sajūt pravietis Elija šeit. Казалось, все было так хорошо там, Liekas, ka tur bija viss tik labi, а теперь все так плохо. un tagad viss ir tik slikti. Нам всем это известно, Mēs visi to zinām, это чувство. šīs sajūtas. Когда есть замечательное служение или конференция, Brīnišķīga kalpošana, jeb konference, а потом серые будни. un pēc tam atkal vienkāršas ikdienas. Замечательное служение. Brīnišķīga Мы так kalpošana. молимся, так славим Бога. Mēs tā lūdzam, tā slavējam Кажется, Он Dievu. касается нашего сердца. Un viņš pieskarās mūsu sirdī. А потом Un pēc tam понедельник. pirmdiena. И снова Un atkal все, как было прежде. viss kā bija pirms tam. Вы помните, в 2023 году было пробуждение в Америке? Atcerieties, Amerikā 2023. gadā bija atmoda. Кто-то помнит? Kāds atcerās? В интернете очень популярно было, всем показывали, рассылали видео. Internetā bija tas ļoti populārs, visiem sūtīja video, Теологическая семинария teoloģijas в seminārijā, городе Эсбюри. Esberis pilsētā. Февраль 23 года. 23. gada februāris. 16 дней беспрерывного поклонения Богу, 16 dienas, kad viņi nemitīgi pielūdza Dievu, молитв, lūgšanas bija, свидетельств, liecības, чтения слова. vārda lasīšana. 16 дней без конца, днем и ночью. 16 dienas bez gala, gan pa dienu, gan naktī. Все началось с простого утреннего собрания для студентов. Un viss sākās ar vienkāršo rīta kalpošanu Но studentiem. просто собрание не закончилось Un pēc tam kalpošana и nebeidzās. продолжалось весь день Turpinājās visu и dienu, всю ночь. pēc tam arī visu И так nakti. больше 2 недель. Un tā vairāk nekā 2 И nedēļas. тысячи людей туда приезжали. Un tur brauca tūkstošiem cilvēku. Специально автобусы везли людей туда. Speciāli autobusi bija norīkojumā un veda cilvēkus uz И в turieni. интернете было очень много видео и фотографий с того, что там происходит. Internetā bija ļoti daudz video un fotogrāfijas no tā, kas tur notiek. Да и сейчас вы можете найти эти видео в Tagad интернете. vēl ir iespēja atrast šīs video internetā. Я не критикую это пробуждение, ни в коем случае. Es nekādā gadījumā nekritizēju šo atmodu. Ничего плохого о нем не говорю. Neko sliktu par to nesaku, Но она закончилась. bet tas beidzās. 16 дней, 16 dienas, но она закончилась. bet tas beidzās. А что после? Un kas bija pēc tam? Серые будни. Vēlēkas ikdienas. То есть люди, да, там они получили наполнение, Jā, tur cilvēki saņēma šo там piepildījumu. люди встретились с Богом, Tur cilvēki satikās ar Dievu. но после этого нужно вернуться домой. Bet pēc tam vajag atgriezties mājās. После этого нужно снова идти на работу. Pēc tam atkal jāiet darbā. После этого нужно снова продолжать учиться, Pēc учеба. tam atkal vajag turpināt mācīties. После этого снова ты возвращаешься в этот мир. Pēc tam tu atkal atgriezies šajā pasaulē. И тоже может сложиться это чувство такого разочарования. Un arī var parādīties tādas vilšanas Я sajūtas. только что был на вершине, Es tikko biju kalna и virsotnē. там я встретился с Богом. Tur es satikos ar Dievu. А теперь я спустился вниз в долину и Он- снова Tagad es esmu lejā, ielejā un atkal. все как обычно. Un atkal viss kā И parasti. когда я был там наверху, казалось, что все изменилось. Un kad es biju tur augšā, likās, ka viss bija А теперь izmainījies. прошло время, Tagad прошло pagāja время, laiks, и кажется, ничего не un изменилось. liekas, ka nekas nemainās. Вам знакомо такое чувство? Jums ir pazīstamas tādas Такой sajūtas, опыт. tāda pieredze. Наверняка. Droši vien. Самуил вернулся с лагеря, он не единственный. Samuēls atgriezās no nometnes, un viņš nav Но vienīgais. после лагеря такое часто бывает. Bet pēc nometnes tas bieži notiek. Лагерь — это такая вершина, Nometne tā ir tāda virsotne. встреча с Богом. Satikšanās ar Dievu. Но после лагеря ты возвращаешься домой. Bet pēc nometnes tu atgriezies mājās. И снова серые Un будни. atkal pelēkas ikdienas. И ты пытаешься как-то
удержать в себе то, что ты там приобрел. Un tu kaut kādā veidā centies ieturēt sevi to, ko tu tur esi ieguvis. Но не всегда получается. Bet nevienmēr tas sanāk. Потому что мир начинает на тебя снова давить. Jo atkal pasaule sāk spiest uz Снова tevi. проблемы, переживания, стресс и все Atkal остальное. problēmas, pārdzīvojumi, stress un vispārējais. Результат отчаяния. Un rezultāts ir izmisums. Потому что кажется, что все, что было, Jo liekas, ka viss tas, kas bija, это было впустую. tas viss bija pa tukšo. А зачем я там был? Kāpēc es tur И что biju? мне это дало? Kas man to deva? Теперь я снова живу Tagad es atkal такой же жизнью, как dzīvoju раньше. to pašu dzīvi, ko Вот iepriekš. Илия здесь переживает что-то похожее. Elija šeit piedzīvo kaut ko У него līdzīgu. был огромный успех на Viņam вершине горы. bija kalna virsotnē veiksme. А теперь, кажется, никто не покаялся. Un tagad liekas, neviens neatgriezās, Пробуждения нет. atmodas nav, Его хотят убить. viņu grib Он nogalināt. остался один. Viņš palika viens. И кажется, все это было впустую. Un liekas, ka viss tas bija pa tukšo. Но дальше в этой истории Бог начинает с ним работать. Bet tālāk šai stāstā Dievs sāk ar viņu strādāt. Как Бог работает с унылым пророком? Kā Dievs strādā ar noskumušo pravieti? Вот в том, как Бог с ним работает в этой истории, мы можем научиться тому, как Бог работает и с нами. Tādā veidā, kā Dievs ar viņu strādā šajā stāstā, mēs varam iemācīties, kā Dievs strādā ar mums. Так же, как Бог обращается здесь с пророком Ильей, так же Он обращается и с нами, когда мы в подобном состоянии. Tāpat kā Dievs attiecās pret pravieti Eliju šajā stāstā, viņš attiecās ar mums līdzīgi, ja mēs esam tādā Давайте stāvoklī. посмотрим, что Бог делает. Paskatīsimies, ko Dievs dara. Первое, что Бог делает, Pirmais, ko Dievs dara, Он радует пророка простыми вещами. viņš iepriecina pravieti ar vienkāršām lietām. Давайте прочитаем с 5 по 8 стихи. Izlasīsim no 5. līdz 8. pantam. «И лег, и заснул Илия под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива». Бог подкрепляет пророка Dievs очень простыми вещами. stiprina pravieti ar vienkāršām lietām. Помощь от Бога для депрессивного пророка Palīdzība no Dieva depresīvajam pravietim – поспать и поесть. pagulēt un paēst. Он дает ему пищу, Viņš dod viņam и ēdienu он дает ему отдохнуть. un dod viņam atpūtu. Простые вещи. Vienkāršas lietas. Ну как простые? Ангел там был. Kā vienkāršas tur bija eņģelis. Ангел ему принес еды. Eņģelis atnesa viņam ēdienu, Но все же bet tomēr он не ел за царским столом. viņš neēda ķēniņa galdā. Он не спал в царской постели. Viņš negulēja ķēniņa gultā. Это был простой сон усталого человека под можжевеловым кустом. Tas bija vienkārša gulēšana nogurušam cilvēkam zem paegļa krūma. Это простая еда, лепешки и вода. Vienkārši ēdiens, plācnis un ūdens, То есть хлеб и вода. maize un ūdens. Ничего царского, ничего особенного. Nekas ķēnišķīgs, nekas īpašs. Но обратите внимание, это первое, что Бог делает с этим депрессивным пророком. Bet pievērsiet uzmanību, tas ir pirmais, ko Dievs dara ar depresīvo Он его pravieti. кормит и дает ему поспать. Viņš viņu pabaro un dod pagulēt. Он ему не читает лекции. Viņš viņam nelasa lekcijas. Он его не пытается убедить, что Илия чувствует себя неправильно. Viņš necentās viņu pārliecināt, ka viņš jūtās nepareizi. Хотя потом он это сделает. Kaut gan pēc tam viņš to Но он с izdarīs. этого не начинает. Bet viņš nesāk ar to. Он начинает с простого, Viņš sāk ar vienkāršām с lietām. физического. No fiziskām Мы даже не vajadzībām. читаем, что «и наполнил его дух, и он воспрял». Mēs pat nelasām, ka viņš piepildīja viņu garu un viņš uzmundrinājās. Нет, он поел хлеба, Nē, viņš paēda maizi, он попил воды, padzera ūdeni он поспал. un viņš pagulēja. Бог через абсолютно простые вещи ему помогает. Dievs viņam palīdz absolūti caur vienkāršām lietām. Через абсолютно простые вещи Бог его подкрепляет. Absolūti vienkāršās lietās Dievs viņu stiprina. Бог нам здесь показывает вот эту силу простых вещей. Un šeit Dievs mums parāda vienkāršo lietu spēku.
Помните, Илия, он в полном отчаянии. Atcerieties, Elija ir pilnīgai izmisumā. Он просит у Бога, чтобы он забрал его жизнь. Viņš lūdz, lai Dievs saņem viņu dzīvi. Я не хочу больше жить, Боже. Dievs, es vairāk negribu dzīvot. Прекрати эти мучения для меня. Izbeidz šīs mocības man. А Бог посылает к нему ангела. Un Dievs viņam sūta eņģeli. В одной руке лепешка, Vienā rokā в plācenis, другой в воде кувшин с водой. otrā rokā krūze ar ūdeni. И знаете, вам это наверняка знакомо. Droši vien jums tas ir pazīstams. Я думаю, вы согласитесь. Es domāju, ka jūs piekritīsiet. Вкусная еда часто помогает от плохого настроения. Garšīgs ēdiens ļoti bieži palīdz no sliktā garstāvokļa. Зачастую многого не надо. Ļoti bieži daudzas lietas nav vajadzīgas. Иногда просто отдохнуть. Citreiz vienkārši atpūsties. И кажется, жизнь стала легче. Man liekas, ka dzīve palika vieglāka. Иногда просто пообедать. Citreiz vienkārši paēst pusdienas. И жить стало проще. Un dzīvot palika vieglāk. Просто с кем-то пообщаться. Vienkārši ar kādu būt sadraudzībā. И кажется, проблемы уже не такие большие. Un liekas, ka problēmas vairs nav tik milzīgas. Абсолютно простые вещи. Absolūti vienkārši. Мы иногда с вами усложняем свою жизнь. Un dažreiz mēs sarežģījam savu dzīvi. Мы ищем какие-то сложные ответы, сложные решения. Mēs dažreiz meklējam sarežģītas atbildes, sarežģītus lēmumus, Какие-то яркие, громкие переживания. kaut kādus tādus spožus pārdzīvojumus, skaļus. А Бог успокаивает этого пророка через сон и еду. Bet šo pravieti Dievs nomierina caur ēdienu un gulēšanu. Конечно, это не решило все проблемы Илии. Protams, tas neatrisināja visas Elija problēmas. Абсолютно нет. Absolūti nē. Но это было хорошим началом. Bet tas bija labs sākums. Это подготовило Илию к пути, который у него был впереди. Tas sagatavoja Eliju tam ceļam, kas viņam bija priekšā. И потом дальше Бог с ним продолжал работать. Un turpināja Dievs ar viņu strādāt vēlāk. Очень часто большая сила скрывается в простых вещах. Ļoti bieži liels spēks slēpjas vienkāršās lietās. Запомните эту мысль. Atcerieties šo Мы domu. еще к ней вернемся. Mēs atgriezīsimies vēl pie tās. Но история продолжается. Bet tas turpinās. Пророк Илия отправляется на гору Хариф. Un pravietis Elija dodas uz Horeba kalnu. Гора Хариф — это еще одно название горы Синай. Tas ir viens vēl nosaukums Sinai kalnam. Это та же самая гора, на которой Моисей получил от Бога 10 заповедей. Tas ir tas pats kalns, kur Mozus no Dieva saņema 10 baušļus. Гора, у которой израильский народ провел долгое время после выхода из Египта. Kalns, pie kura pakājas Izraēla tauta palika ilgu laiku pēc iziešanas no Ēģiptes. Это гора, на которой Моисей встретился с Богом. Tas ir kalns, kur Mozus satikās ar Dievu. И теперь Илия отправляется на ту же гору. Un tagad Elija dodas tajā pašā kalnā. И вот что там происходит. Прочитаем с 9 по 10 стих. Un paskatīsimies, kas tur notiek no 9. līdz 10. pantam. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Бог задает Илии вопрос. Dievs Elijam uzdod jautājumu. Он спрашивает: что ты здесь делаешь? Viņš jautā, ko tu šeit dari? Конечно, это не потому, что Бог нуждается в этой информации. Tas nav tāpēc, ka Dievam ir vajadzīga informācija par Бог и to. так все знает. Dievs tāpat visu Но zina. когда Бог задает вопросы, Bet, kad Dievs uzdod Он jautājumus, задает эти вопросы для нас, Viņš tos jautājumus uzdod mums, чтобы мы задумались. lai mēs aizdomātos. Он таким образом направляет наши мысли. Tādā veidā Viņš virza mūsu domas. Не то, что Он ожидает, что мы дадим Ему информацию, которую Он не знает. Ne jau to, ka Viņš gaida to informāciju, kuru pats nezina. То есть Он дает Илье шансу задуматься, Viņš Elijam iedod iespēju aizdomāties. что я здесь делаю, Ko es šeit daru? что я здесь ищу. Ko es šeit meklēju?
А ответ, который дает Илия, показывает его внутреннее состояние. Un atbildi, ko sniedz Elija, parāda viņa iekšējo stāvokli. Он говорит, я возревновал. Viņš saka, es degdzinu degu. То есть он говорит, я так старался, Viņš saka, es tā centos. я прилагал усилия, Es pieliku pūles. я делал все возможное, Es darīju visu я iespējamo. служил, Es kalpoju. я трудился. Es strādāju. А дальше он говорит, Un tālāk viņš saka, а они оставили твой завет, bet viņi atstāja tavu derību. а они убили твоих пророков. Viņi nogalināja tavus praviešus. Я остался один, Es paliku viens. и теперь меня хотят убить. Un arī mani tagad grib nogalināt. Да, мы видим его сердце, видим его состояние внутреннее. Mēs redzam viņu sirdi un iekšējo stāvokli. Он так старался, Viņš tā centās. он так пытался, Viņš tā centās. он так трудился. Viņš tā strādāja. А в конце концов, кажется, все было Galu впустую. galā viss bija pa tukšo. Все было впустую, и теперь он остался один. Viss bija pa tukšo, un viņš tagad palika viens. Он одинок, Viņš ir vientuļš, и его хотят убить. un viņu grib nogalināt. Что ты здесь делаешь, Илия? Elija, ko tu šeit dari? Что ты ожидаешь? Ko tu sagaidi? Наверное, придя на эту гору, он ожидает что-то подобное тому, что он испытал на другой горе. Laikam atnākot uz šo kalnu, viņš sagaida kaut ko līdzīgu, ko viņš bija sajūtis citā kalnā. Он уже был на горе Кормил. Viņš jau bija Karmīlas Он уже kalnā. видел огонь с неба. Viņš jau redzēja uguni no Он уже видел debesīm. эту силу. Viņš jau redzēja šo spēku. Теперь он снова оказался на горе, Un tagad viņš atkal ir kalnā, на которой когда-то Моисей встречался с Богом. kurā kādreiz Mūzes sastapās ar И на Dievu. этой же горе тоже был огонь. Un tajā kalnā arī bija И тоже uguns. было проявление Божьей силы. Un arī bija Dieva spēka parādīšanās. Возможно, он ожидает и теперь чего-то подобного. Un droši vien viņš kaut ko līdzīgu sagaida arī tagad. Но Бог преподает ему урок. Bet Dievs viņam tur pamāca. На этой горе Бог ему преподает очень важный урок. Šajā kalnā Dievs viņam pasniedz ļoti svarīgu nodarbību. Вот что делает Бог. Lūk, ko dara Dievs. Прочитаем с 11 стиха. Lasīsim no 11. panta. «И сказал Господь, выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь, а после огня веяние тихого ветра». Услышав это, Илия закрыл лицо свое милостью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Тот же самый вопрос в конце. Beigās tas pats jautājums. На самом деле потом Илия дает тот же самый ответ, слово в слово. Īsnībā pēc tam Elija sniedz tādu pašu atbildi vārds vārdā. Но здесь Бог ему преподает очень важный урок. Bet šeit Dievs viņam pasniedz ļoti svarīgu mācību. На этой горе когда-то Бог явился Моисею Šajā kalnā Dievs kādreiz parādījās Mūzum и израильскому народу. un arī Izraēla tautai. Теперь на этой же горе Бог является Илии. Tagad šai kalnā Dievs parādās Elijam. И в этом явлении он чему-то очень важному хочет его научить. Un šajā parādīšanās viņš viņam grib kaut ko svarīgu iemācīt. Перед ним происходят три явления. Viņa priekšā notiek trīs darbības. Первое – это сильный ветер, раздирающий горы. Pirmais, tas ir spēcīgs vējš, kas sadala kalnus. Второе – это землетрясение. Otrā zemestrīce. И третье – это огонь. Un trešā ir uguns. Все три явления, они Visas trīs parādības сильные, ir spēcīgas, страшные, briesmīgas, громкие. skaļas. Но о каждом из них сказано: Bet par katru no tām ir teikts:
не в этом был Господь, и не в этом был Господь, и не в этом был Господь. Ne šajā lietā, ne otrā un ne trešajā nav tās kungs. А потом еще одно явление. Un tad vēl viena parādība. В синодальном переводе «веяние тихого ветра». Sinodālajā tulkojumā ir lēnā balss. Эта фраза, ее сложно перевести на другие языки, To frāzu grūti iztulkot citās valodās. поэтому в разных переводах по-разному звучит. Un tāpēc vairākos tulkojumos tas skan savādāk. Вот вам несколько примеров того, как еще это Lūk, описывают. daži piemēri, kā to vēl apraksta. В синодальном переводе мы читали «веяние тихого ветра». Sinodālajā tulkojumā mēs lasījām lēnā balss. Здесь тихий нежный звук еще может быть. Vēl var būt klusa skaņa, Мягкий шепот, maigi čuksti, мягкий тихий голос. maiga un klusa balss. Или еще один вариант. Шепот тихий и тонкий. Un vēl viens variants tāds čuksti klusi un tādi plāni. Да, буквально тонкий. Потому что на еврейском там и говорится, что звук был tонкий. Un ebreju valodā teiks, ka tas bija plāna. То есть в любом случае это было что-то тихое, Jebkurā gadījumā tas bija kaut kas kluss, как шепот, tā kā čuksti, как веяние тихого ветра, kā klusas balss, что-то спокойное, kaut kas mierīgs, незаметное. nemanāms. И в этом тихом звуке раздался голос Бога. Un šajā klusajā skaņā parādījās Dieva balss. Не в громких явлениях, Ne skaļās parādībās, которые были до этого. kuri bija pirms tam. Сильный ветер, Spēcīga vētra, землетрясение, zemestrīce, огонь. uguns, А в этом тихом звуке, bet šajā klusajā skaņā, тихом ветре, klusajā vētrā, в шепоте. čukstos. Что все это значит? Ko tas viss nozīmē? Во-первых, это не значит, что Бог является только в тихом шепоте. Pirmkārt, tas nenozīmē, ka Dievs parādās tikai klusos čukstos. Помните, на этой же горе когда-то Atcerieties, kādreiz šajā pašā kalnā Бог явил себя Dievs sevi parādīja и в ветре, и в землетрясении, gan и в огне. vētrā, gan zemestrīcē, gan ugunī. То есть мы не можем сказать, что Бог себя так не являет, Он только в тихом шепоте. Mēs nevaram pateikt, ka Dievs neparāda sevi savādāk, ka tikai klusajā balsī, čukstos. Речь не о том, что Он никогда не проявляет себя в чем-то громком и ярком. Runa nav par to, ka viņš nekad neizpaužās un neparāda sevi kaut kā skaļā un tādā spožā. В 18 главе Бог себя проявил очень громко и очень ярко, 18. nodaļā Dievs sevi parādīja ļoti skaļi un ļoti spoži, когда сошел огонь с неба. kad nonāca uguns no debesīm. Но здесь Бог учит Илию чему-то очень важному. Bet šeit Dievs māca Elijam kaut ko ļoti svarīgu. Илия ожидает, что Бог в том, что он видел уже на горе Кармил. Elija sagaida, ka Dievs parādīsies tajā parādībā, ko viņš jau redzēja Karmelas kalnā. Вот там, на горе Кармил, там было громко, там было ярко, Tur Karmelas kalnā bija skaļi, bija spoži, там было мощно. tur bija vareni. А когда этого не происходит, когда он этого не видит, Un kad tas nenotiek un viņš to neredz, ему кажется, что ничего не происходит, viņam liekas, ka nekas что nenotiek, Бог ничего не делает. ka Dievs neko nedara. Где огонь? Kur uguns, Где сила? kur spēks, Где вся эта мощь, которую он явил тогда? kur visas šīs varenas lietas, ko viņš parādīja tolaik. И вот Бог ему показывает, Un Dievs viņam parāda, Бог является не только в этом, ka Dievs parādās ne tikai šajās Бог parādībās, также является bet Dievs parādās arī и в тихом ветре, klusajā vētrā, в шепоте. čukstos. Бог разнообразный, Dievs ir daudzveidīgs, и Он действует разными способами. un viņš darbojās dažādos veidos. И это важный урок для всех нас, Un tā ir svarīga mācība mums visiem. потому что у каждого из нас тоже есть
представление о том, как Бог действует. Jo katram no mums arī ir iespējas, kā Dievs darbojās. Некоторые из нас, как Илия, ожидают чего-то громкого и яркого от Бога. Daži no mums, kā Elija, sagaida no Dieva kaut ko skaļu un tādu spožu. Но когда Бог действует, тогда должно быть мощно. Kad Dievs darbojas, tad jābūt tā vareni, Тогда должно быть громко. tad jābūt skaļi. Огонь с неба, Uguns no debesīm, ветер, раздирающий скалы, vētra, kas sadala kalnus, землетрясение. zemestrīce. А некоторые из нас наоборот. Bet daži no mums otrādi. Некоторые из нас, нам ближе тишина, Dažiem no mums ir tuvāks klusums, нам ближе спокойствие. mierīgums. Бог, когда Он вот в этом тихом шепоте к нам говорит, Kad Dievs runā uz mums šajos klusajos в čukstos, дуновении тихого ветра, klusas vētras plūsmā. и мы ожидаем чего-то тихого и незаметного. Mēs gaidām kaut ko vienkāršu, nemanāmo. И проблема в том, что эти две группы христиан, они осуждают друг друга. Un problēma ir tāda, ka šīs divas kristiešu grupas nosoda viens otru. Вот громкие смотрят на тихих и говорят, они не духовные. Tie skaļi skatās uz klusiem un saka, tie nav garīgie. А тихие смотрят на громких и говорят, они странные. Un klusie skatās uz skaļiem un saka, viņi ir dīvaini. И они осуждают друг друга. Un viņi nosoda Потому viens что у otru. каждого есть свое представление Jo о том, katram- как Бог действует, как Он должен действовать. Ir savs iespējas, kā Dievs darbojas un kā viņam vajag darboties. Например, Piemēram, кто-то во время прославления, может быть, поднимает руки, а kāds кто-то нет. slavēšanas laikā varbūt paceļ rokas un kāds nē. И кто-то говорит, он не поднимает руки, Un kāds saka, viņš neceļ rokas, он какой-то недуховный. viņš nav kā garīgs. А кто-то говорит наоборот, Kāds saka otrādi. он там руки так высоко поднимает, Viņš tur tik augstu ceļ rokas, это просто пустые эмоции. tas ir vienkārši tukšas emocijas. Это не духовно. Tas nav garīgi. Или молитва. Vai arī lūkšana. Кто-то считает, что настоящая сильная молитва, она всегда громкая Kāds uzskata, ka īstā, patiesa, spēcīga lūkšana ir obligāti skaļa и долгая. un ilga. И так, чтобы все стены тряслись. Un tā, lai visas sienas trīcētu. А кто-то наоборот. Kāds otrādi. Он молится и Viņš молится про себя, и никто его не слышит. lūdz pie sevis, un neviens viņu nedzird. И снова эти христиане смотрят друг на друга, и каждый другого осуждает. Un atkal šie kristieši skatās viens uz otru, un viens otru nosoda. Нет, ты не духовный, потому что Бог вот так действует. Nē, tu neesi garīgs, jo Dievs tā А darbojās. ему отвечает, нет, это ты не духовный, потому что Бог так действует. Un viņam atbild, nē, tu neesi garīgs, jo Dievs tā darbojās. И дело не в том, что кто-то прав, а кто-то нет. Un lieta nav tā, kādam ir taisnība un kādam nav taisnības. Просто каждый от Бога ожидает чего-то конкретного. Jo katrs no Dieva sagaida kaut ko konkrētu, Как пророк Илия. kā pravietis Elija. Он ожидает от Бога чего-то конкретного. Viņš sagaida no Dieva kaut ko konkrētu. Он ждет, что Бог будет действовать вот так. Viņš gaida, ka Dievs darbosies tādā А когда veidā. Бог действует не так, Bet, kad Dievs darbojās ne tā, ему кажется, что Бог вообще не действует. viņam liekas, ka Dievs vispār nedarbojās. Это может быть основано на том, что мы как-то пережили раньше, Tas var būt pamatots uz to, ko mēs esam piedzīvojuši iepriekš, или что мы видели раньше. vai ko mēs redzējām agrāk. И мы смотрим и думаем, вот тогда Бог действовал, вот тогда была сила. Mēs skatāmies un domājam, tad Dievs darbojās, tad bija spēks. А сейчас силы нет. Tagad spēka nav. Или, может быть, мы что-то читаем Varbūt mēs kaut ko lasām о чем-то, что происходило par kaut ko, kas bija где-то и noticis. когда-то, и нам хочется, чтобы было так же у нас. Kaut kur un kādreiz, un mēs gribam, lai mums arī tā ir. Или мы видим что-то, что происходит в жизни других людей, других христиан, других церквей. Vai mēs redzam, ko notiek citu cilvēku dzīvē, citu kristiešu dzīvē, citās draudzēs? И мы думаем, вот там Бог что-то делает, там Он действует. Un mēs domājam, tur Dievs kaut ko dara, tur viņš darbojās. А здесь я этого не вижу, Un šeit es to neredzu. поэтому здесь ничего нет. Un tāpēc šeit nekā nav.
Но Бог действует по-разному. Bet Dievs darbojas dažādi. Иногда Он приходит в огне, Dažreiz viņš nāk ugunī, иногда Он сотрясает землю, dažreiz viņš satricina zemi, иногда дует ветер, который Даже раздирает скалы, pūš vējš, kas sadala klintis. а иногда ветер, который раздирает скалы, меняется на тихий шепот. Un dažreiz tā vētra, kas sadala klintis, mainās uz klusiem čukstiem. И дело не в том, что Бог действует только здесь, а здесь Его нет. Un nav lieta tā, ka Dievs darbojas šajā vietā un šeit tā nav. Но в разное время Бог выбирает действовать по-разному. Bet dažādos laikos Dievs izvēlās darboties И dažādi. в жизни разных людей Бог выбирает действовать по-разному. Un dažādu cilvēku dzīvē Dievs izvēlās darīt dažādas lietas. Никто не ожидал, что Иисус умрет. Neviens negaidīja, ka Jēzus nomirs. Никто не ожидал, что Его жизнь закончится на кресте. Neviens nebija gaidījis, ka viņa dzīve beigsies krustā. Ну как так? Kā tā? Это же Мессия. Jo tas ir Mesija. Это же Спаситель всего мира. Tas ir visas pasaules glābējs. Он должен прийти, Tam jānāk. и Он должен уничтожить всех врагов. Un tam jāiznīcina visus Он ienaidniekus. должен их поразить. Viņam viņus jāuzvar. Он должен освободить свой народ. Jāatbrīvo sava tauta. И у учеников тоже были представления о том, как это должно выглядеть. Un arī mācekļiem bija iespējas par to, kā tam bija jāizskatās. Представление о том, как Бог действует и как Он будет действовать. Viņi bija izdomājuši, kā Dievs darbosies un kā viņam vajadzētu darīt. А Иисус все эти ожидания разбил, Bet Jēzus visas šīs gaidas vienkārši iznīcināja. потому что Он не так победил. Jo viņš ne tādā veidā uzvarēja. Он победил Viņš uzvarēja через смерть, ar nāvi, умерев, nomirot, пострадав ciešot и воскреснув un из мертвых. augšām cēlies no mirušiem. Этого они не ожидали. Viņi to negaidīja. Они плакали, Viņi они были в raudāja. панике. Viņi bija panikā. Они думали, все кончено. Viņi domāja, ka viss ir beigts. Они с горы спустились в долину. Un tad no kalna viņi nokāpa И ielā. в этой долине они уже не видели того, что было на горе. Un šajā ielā viņi vairāk neredzēja to, kas bija kalnā. Но Бог-то не перестал действовать в Bet долине. Dievs taču neparstāja darboties Он viņos. продолжал действовать. Viņš turpināja to darīt. Просто не так, как они ожидали. Vienkārši ne tādā veidā, kā viņi bija gaidījuši. И когда мы такое переживаем, Un kad mēs kaut ko līdzīgu piedzīvojam, у нас тоже может быть отчаяние. arī mēs varam būt izmisumā. Потому что мы думаем, нет, я знаю, Бог вот так вот действует. Jo mēs domājam, nē, es taču zinu, Dievs tā А darbojās. теперь я этого не вижу. Bet tagad es to neredzu. Наверное, Он ничего не делает. Laikam viņš neko nedara. Но именно этому Бог пытается научить Илию. Bet tieši to Dievs cenšas iemācīt Elijam, Что он продолжает действовать. ka viņš turpina darboties. Просто другим образом. Vienkārši citā veidā. Не так, как он привык это видеть или ожидать. Ne tā, kā viņš to pierada redzēt un sagaidīt. Помните, большая сила часто скрывается в простых вещах. Atcerieties, liels spēks slēpjas vienkāršās lietās. И вот этому Бог учит Илию здесь. Un Dievs to māca Elijam šeit. Да, ты видел там огонь, Jā, tu tur redzēji uguni, но теперь ты тоже видишь огонь, и Бога в нем нет. bet tagad tu arī redzi uguni, bet Dieva tajā A где nav. он? Bet kur tas ir? В чем-то совершенно, казалось бы, противоположном. Kaut kā citā, pretējā. В дуновении тихого ветра. Klusas balss plūdos. И потом, помните, Бог ему снова задает вопрос. Un pēc tam atcerieties, Dievs atkal viņam uzdot jautājumu. Что ты здесь делаешь, Илия? Ko tu šeit dari, Он Elija? отвечает Богу тем же ответом, слово в слово, что раньше. Viņš atbild Dievam to pašu atbildi vārds vārdā kā agrāk. Он говорит, я возревновал. Viņš saka, es degu par tevi, kungs. Они отвернулись от завета. Viņi atgriezās no taviem baušļiem. Они убили пророков. Viņi nogalināja praviešus. Остался я один. Es paliku viens. И меня хотят убить. Un arī mani vēlās nogalināt. А что ему Бог после этого Un отвечает? ko Dievs viņam pēc tam atbild? Он ему дает задание Viņš viņam dod uzdevumu и говорит, un saka, у меня есть 7000 людей, man ir 7000 cilvēku, которые не поклоняются Ваалу. kuri nepielūdz Bālu. Ты этого не видишь. Tu to neredzi. Ты этого не Tu знаешь. to nezini.
Потому что это происходит тихо, Jo tas notiek klusi, как дуновение тихого ветра. kā lēnas balss. Я работаю в сердцах этих людей. Es strādāju šo Я их cilvēku храню. sirdīs. Es viņus Я им даю sargāju. силу. Es viņiem dodu Но ты этого spēku. не Bet видишь, tu to neredzi. потому что ты Jo ожидаешь Tu другого. gaidi kaut ko citu. Ты ждешь огня с неба. Tu gaidi uguni no debesīm. Ты ждешь этой силы и мощи, сотрясающей всю Tu землю. gaidi šo spēku un varenību, kas satricina visu zemi. А я тихо работаю в сердцах 7000 людей. Bet es klusi strādāju 7000 cilvēku sirdīs. Илья думает, я один. Elija domā, es esmu viens. Бог говорит, есть еще 7000 Bet таких, Dievs как saka, ты. vēl ir tādi 7000 kā tu. Ты этого просто не Un видишь, tu to vienkārši neredzi. потому что считаешь, что я действую только так Jo uzskati, ka es darbojos tikai tā и не иначе. un nekā savādāk. Бог сначала его накормил, Dievs no sākuma viņu pabaroja. дал ему поспать. Iedeva viņam pagulēt. Сила простых вещей. Vienkāršo lietu spēks. И тогда он продолжил этот урок Un tad viņš turpināja šo mācību и показал, что Бог очень часто действует через простые вещи. un parādīja, ka Dievs ļoti bieži darbojās ar vienkāršām lietām. В нашей повседневной жизни, Mūsu ikdienā. когда мы с вами проводим время в молитве и чтении Божьего Слова Kad mēs ar jums pavadām laiku lūgšanā un lasot Dieva vārdu у себя дома, mājās, Бог действует в это время Dievs šajā laikā и darbojas через это. un caur šo И laiku. пускай это проходит тихо Un lai tas notiek klusu, и незаметно. nemanami. У нас было занятие с крещаемыми. Mums bija nodarbība ar tiem, kas kristīsies. И мы говорили про духовный рост. Mēs runājam par garīgo izaugsmi. И я им говорил, Un es viņiem teicu, время, когда вы больше всего rastете в Боге, laiks, kad jūs visvairāk pieaugat Dievā, это когда вы наедине проводите время с Ним. ir tad, kad jūs vienatnē pavadat laiku ar Когда вы Dievu. молитесь, когда вы читаете Библию. Kad jūs lūdziet, lasat Bībeli, Это вы делаете одни, jūs to darat vieni и никого рядом нет. un neviena blakus nav. И это не громко, Tas nav и не skaļi, ярко. tas nav spoži. Но именно это то время, когда вы больше всего растете в Боге. Jo tieši tas ir tas laiks, kad jūs pieaugat Dievā. И этому Бог здесь учит Илию. Un šeit Dievs to māca Elijam. Это не значит, что Бога никогда нет в огне. Tas nenozīmē, ka Dievs nekad nav ugunī. Или что Бога никогда нет в сильном ветре, раздирающем скалы. Un ka Dieva nekad nav tajā spēcīgā vētrā, kas sadala kalnus. Или что Его никогда нет в землетрясении, Ka которое viņa ne- сотрясает всю землю. Kad nekad viņš nav zemestrīcējs, kas satricina visu zemi. Но мы многое теряем, Mēs daudz zaudējam. если мы думаем, что Он только так себя проявляет. Ja mēs domājam, ka viņš tikai tā sevi parāda. Когда мы проводим время с Богом наедине, Kad mēs pavadām kopā laiku ar Dievu, когда мы собираемся вместе для простого общения kad mēs друг с другом, sanākam kopā vienkārši būt sadraudzībā. во всем этом Бог присутствует с нами Visā tajā Dievs ir kopā ar mums и тихим образом являет свою силу. un klusā veidā parāda savu spēku. Нам нужно только прислушаться. Mums vajag tikai ieklausīties. Давайте помолимся. Un tagad